Завершим программу потрясающим событием в культурной жизни России. На этой неделе родился новый балет. На сцене театра оперы и балета в Казани состоялась мировая премьера балета «Иокинф». Причем главный герой – фигура историческая, к сожалению, почти забытая широкой публикой. Никита Иокинф Бичурин, монах, ученый, первый в России китаевед, получивший мировое признание. Можно сказать, основатель синологии и российско-китайских отношений. Материал для балетной постановки крайне редкий, биографический и, скажем прямо, противоречивый. Как признался один из создателей балета, хореограф Александр Полубенцев, постановка такой истории была почти авантюрной. Но, несмотря ни на что, премьера состоялась. Музыка Резиды Ахияровой, композитора, создателя опер «Любовь поэта» Сюембике и балета «Золотая Орда», либретто Рената Хариса. Как в балете соединились татарская мелодия, чувашская песня, православная молитва, китайская опера и звучание многонациональной Казани. Татьяна Тимошенко встретилась с создателями постановки. Рождение нового балета на глазах зрителя. Премьера, мировая, новая постановка только что вылилась в партитуру, отчеканена в движениях, зал и создатели в ожидании. Для меня сегодня это событие, потому что появился новый сюжет в театре российском. Ничего подобного ранее не было. Да? Это вообще-то авантюра, когда директор мне предложил эту тему об исследователе Китае, монахе. Да, и меня это очень как-то заинтересовало. Я решил, надо сделать балет об исследователе о Китае. Поставить балет о конкретном физическом лице, религиозном деятеле. Во-первых, первый раз. Еще надо проанализировать. А в мире есть, хотя есть собор Парижской Богоматери, там, но персонаж, но он не центр, а здесь центральная фигура. В России точно это первое о религиозном деятеле. Поэтому сложнейшая задача. История Никиты Бичурина, первого китаеведа в Российской империи, который стал основоположником изучения этой страны и заложил основы российско-китайских отношений, полна поиска и трагизма. Выпускник Казанской духовной семинарии, принявший постриг, признанный во всем мире исследователь, ученый, пытавшийся выйти из монашества, но так и оставшийся в нем. Балет «Иокинф» создан при поддержке Раисы Республики Рустама Минниханова. Тандем композитора Резиды Ахияровой и Рената Хариса уже стал легендарным. Оперы «Любовь поэта» Сюембике, балет «Золотая Орда» они создавали вместе. Либретто снова история о монахе-будновщике. Ренат Харис, народный поэт, и по призванию, и по признанию принес театр уже готовым. Художественное произведение, если оно настоящее художественное, не может быть просто документальным произведением. Это не документальное произведение, поэтому здесь и вымысел есть, здесь и есть отклонение от биографии человека или авторское прочтение некоторых моментов жизни. На афише, так уж принято в ответе на вопрос, чей балет, имя композитора Резида Ахиярова. Иокинф появился спустя 10 лет после премьеры национального балета «Золотая Орда». Прошло 10 лет, но, тем не менее, между двумя балетами состоялась моя такая грандиозная опера «Сюембике» о нашей татарской правительнице. Я поглощена была этой работой. В 2018 году состоялась премьера ровно через 5 лет, и ровно через 5 лет состоялась премьера нового балета. Когда я стала слушать, как мне читал либретто Ренат Максумович Харис, он это прочитал, я сразу видела в образах. Музыка для классического оркестра, песнопения, национальные мотивы, но не прямолинейные, а звучащие где-то на уровне сердца. У Резиды Закиевны свой авторский почерк, и отношение творческой судьбы композитора не могло не отразиться в создании образа главного героя. Размах от классического Петербурга был написан вальс, не звучащий как, а именно XIX века, до темы Китая. На премьере присутствовал генеральный консул КНР в Казани Сян Бо и множество студентов. Наши культуры основаны на пентатонике. Вот эта пентатоника нас объединяет, это такой музыкальный лад.
И татарская музыка основана на пентатонике, и также китайская. Я очень много слушала музыки китайской, прежде чем писать китайский акт. Хотя у меня было какое-то представление, но я, тем не менее, изучала просто часами эту культуру, впитала ее в себя. Я нашла очень много общих, сходных таких музыкальных пластов. Действительно, это сходство, оно даже вот не то что невооруженным глазом, вот не воспитанным в этой среде ухом, она прослушивается. Над балетом «Иокинф» работали около года, либретто, музыку разбирали вместе с хореографом. Это редкость в постановках. Разработка декораций одним из лучших художников Вячеславом Окуневым, пошив костюмов около 300. Билеты на спектакль были раскуплены за 2 месяца до премьеры. Я скажу честно, с первых минут знакомства с партитурой я понял, с какой любовью написана сама музыка, как мастерски выполнена оркестровка, как это сделано, с каким пониманием дела. И она вот, как вам сказать, она наша, это наша музыка, которая должна жить на нашей земле. Сказание Юсуфи, любовь поэта Шаир Махаббата Тукайда, Сюмбика, Золотая Орда. Вот эти все названия мы, как вам сказать, пропускали через себя. Почему? Потому что сама тема должна быть не локальной. Она должна выходить за рамки несколько пространства. Потому что вообще, ведь вообще талант, вот я для себя вывел, талант имеет 2 измерения. Время и пространство. Новый балет родился здесь, на сцене Татарского академического театра имени Мусы Джалиля. Уникальный, многогранный, о величии и поиске истины одного человека, но задающий много вопросов, звенящих в познании мира и самого себя для каждого. И, возможно, лет через 50, придя на спектакль, эти зрители Иокинфа скажут: «Я видел рождение балета». Татьяна Тимошенко, Роман Безменов, Дмитрий Шлемин, 7 дней.